Доброе утро, Республика! Всем хорошего дня, прекрасного настроения. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. И сегодня, конечно, по традиции мы постараемся сделать ваше утро очень бодрым и настроим вас на рабочий лад. Сегодня у нас будут интересные гости, в том числе буквально через несколько секунд мы свяжемся по телефонной линии с одним из наших гостей и поговорим на очень важную, интересную тему. Ну а пока давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня 9-18 градусов тепла, в Заречной группе 9-18 тоже градусов тепла. Замечательное совпадение. В южных 2-7 выше 0. В Вилюйской группе плюс 7, плюс 18, в Нижнеленских 9-17 со знаком плюс. В западных 6-13 со знаком плюс. В Колымо-Игерской группе Усов минус 3, плюс 17. В Ямских 3-20 градусов выше 0. На северо-западе пока от минус 2 до плюс 11. Ну а в столице в 6 часов утра температура составила 5 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Температура в Якутске днем плюс 6, плюс 13. Такая еще обманчивая погода, мне кажется. Местами кажется, что на солнышке жарко и тепло, и уже настоящее лето, но вечерами еще прохладно. Поэтому наших любимых детей не забываем одевать потеплее и напоминать, что лето только в июне. Да, ну а сейчас мы поговорим о очень важной теме. Это такая очень вредная привычка. Например, курение на балконе в многоквартирном доме. Это считается актуальной проблемой для многих. Не всем нравится табачный запах из открытой форточки, а непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Оштрафовать курящего соседа не так просто. В законе нет прямого запрета на курение на своей лоджии или балконе, но есть нюансы. Сегодня на эту тему мы поговорим с Долгуяной Ивановой, заместителем председателя комиссии по вопросам территориального развития и местного самоуправления Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Доброе утро! Доброе утро! Доброе солнечное утро. Ну и первый вопрос, как говорится, имеется ли право житель многоквартирного дома курить в своей квартире в туалете на балконе? Вот вроде бы балкон у нас считается частью жилого помещения, да, по закону, да, его считают даже при учете выставления счета, допустим, за долевое участие, но все-таки это же общественное пространство. Ой, вопрос очень, скажем так, наверное, актуальный и один из конфликтных вопросов, да? Имеет ли право житель многоквартирного дома курить в своей квартире, ну, в том числе и в туалете, и на своем, скажем, балконе. Закон здесь прямого запрета не содержит, что курить в своей квартире или на своем балконе это запрещено, но согласно действующему опять-таки законодательству, собственники квартиры обязательно должны учитывать права остальных жильцов дома. Да, и таким образом курить у себя в квартире, в своем туалете, на своем балконе можно только в том случае, если это никому не мешает. То есть если табачный дым не причиняет некурящему человеку каких-то неудобств. Но в этом случае могут ли соседи запретить жильцу курить в своей квартире, если дым проникает в их помещение, например, через вентиляцию или окно? Вот смотрите, опять-таки, само слово «запретить», да, тут, наверное, неуместно, а не запретить человеку, одному человеку делать что-то в своей квартире немножко некорректно, но... Да, если дым от сигарет выходит за пределы жилья и попадает к соседям, то какой-то здесь алгоритм может быть. Вначале можно попробовать обсудить ее с соседями, попытаться договориться. Если разговоры не помогли, нужно зафиксировать акт курения. Это видео, может быть, да, это фото. Затем можно обратиться, уже нужно обратиться к участковому. Участковый должен провести беседу. А если это не получается, то можно подать иск в суд, предоставив доказательства факта курения. Это, как я сказала, фото, видео, свидетельские показания. И привлечь курящего соседа, привлечь человека какой-то ответственности, к административной, скажем, очень непросто.
Поэтому здесь как бы мы надеемся на добрую волю и на доброе отношение между соседями. Ну, наверное, если вот уже он бросает бычки, да, то есть остатки сигарет, там, в зависимости от того, что курит, да, сосед на балкон соседей, да, на балкон, может, там, рядом стоящего дома, вот это уже можно, наверное, доказать, и потому Да. что это уже хулиганство. Это уже сложное, да, это уже сложное, это уже отягченное, скажем так. Потому что здесь у нас уже действует не только антитабачный закон, но еще и противопожарные правила. Мгм. А скажите, а вот есть ли примеры успешного разрешения подобных ситуаций, вот связанных именно с курением, например, на балконе? Э, Да, я читала вот один случай, когда мужчина, ну, скажем так, сосед мужчина курил на балконе, табачный дым затягивало в квартиру к его соседям, у которых был маленький ребенок, и отец, ну, мужчина другой квартиры решил, что нужно с этим делом покончить. Подал в суд, потребовал компенсацию в суде. Дело, конечно, оказалось непростым, но мужчина, дошел до Верховного суда Российской Федерации. Да, и Верховный суд отметил, что курить в помещении можно, но только таким образом, чтобы табачный дым не выходил за пределы помещения курильщика и не причинял неудобства. То есть мужчина получил свое взыскание, свою компенсацию, скажем. Ну, получается, уже Нет. есть прецеденты, когда Да, можно доказать, да, что если есть вред Можно. жизни и здоровью, например, в данном случае маленького ребенка, то доказать возможно. Да. И к тому же, что причинение значительного неудобства это как кашель, да. И даже то, что человек раньше чаще обычного стирает одежду, это тоже может быть доказательством того, что у него неудобства, Мгм. что моральное страдание, Ну. риск здоровью. Главная доказательная база, в общем. Главная доказательная база – это сложно, но это можно. Спасибо большое. Напомню, что у нас на связи была Долгуяна Иванова, заместитель председателя комиссии по вопросам территориального развития и местного самоуправления Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Спасибо вам большое. Ну а наших телезрителей мы, конечно же, призываем к здоровому образу жизни и отказываться от вредных привычек. Ну а я думаю, что, конечно же, ничто так хорошо не поддержит вас в тонусе, как утренняя гимнастика. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня покажу комплексную тренировку на все тело. Для первого упражнения нам понадобится фитнес-резинка. Ее можно заменить на жгут, который можно приобрести буквально в аптеке. Исходное положение. Мы располагаем нашу резиночку под коленочками. Коленки ставим на ширине плеч. Будем выполнять сгибание, разгибание в тазобедренном суставе и отведение рук в сторону. Для этого мы выводим таз назад, разгибаем, делаем вдох и на выдохе мы ручки выводим в сторону. Вдох, выдох. Раз, два, три, 4, 5. Важно в этом упражнении соблюдать, чтобы животик был втянут, поясница не имела сильного прогиба. Следующее упражнение мы выполняем в боковой планке и ее совмещаем с жимом ног. Для этого нашу резиночку мы фиксируем под коленом. Вторую ножку мы кладем в резиночку и фиксируем вторую часть тоже под коленный сустав. Исходное положение – это боковая планка. Колено притягиваем к груди, делаем вдох, на выдохе мы выполняем жим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Важно сильно не разгибаться до прямой линии. 8, 7, животик тоже втянут. 6, 5, 4, 3. Если тяжело стоять на прямой руке, мы можем зафиксироваться на локтевой сустав и выполнять то же самое упражнение. Выполняем таких тоже 15 повторений, 3 подхода.
После отдыха 15 секунд мы фиксируем нашу вторую ножку также и выполняем на другую сторону. Следующее упражнение – это горизонтальная тяга. Для этого упражнения нам важно принять исходное положение, сидя на ягодицах, ножки слегка вытянуты перед собой, согнуты в коленных суставах, носочки натянуты на себя, резиночку кладем на среднюю часть стопы. Можно замотать ручки, да? Можно держать прямым хватом. Делаем вдох, вытянули спинку, вытянули ручки и на выдохе мы слегка делаем жим. Соединяем наши лопатки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спинка ровная, животик втянут. Вдох, выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Выполняем также 15 повторений, 3 подхода с интервалом 15 секунд. Следующее упражнение – это приседание плие, но мы их скомбинируем с разведением рук в стороны. Для этого нам также понадобится наша резинка. Мы ее складываем в 2 оборота. Ножки ставим максимально широко, носочки располагаем диагонально. Ручки выводим вверх, делаем вдох, сели. На выдохе ручки развели, локти четко вниз, лопатки соединили. Вдох, встали, выдох, вдох, выдох, животик втянут, спинка ровная. Вдох, выдох. 5, выдох. Коленки четко тянутся в сторону. 4. Это не классические приседания. 3, 2, 1. Если у вас дома нет такой резинки, я советую приобрести. Это надежный друг для утренней зарядки. Всем хорошего дня! До скорых встреч! Мне кажется, отличная разминка и вроде бы спокойная, в то же время динамично, замечательная, позитивная, главное, тренер. Вот посмотрел, поулыбался весь день, уже настроение хорошее. Надеюсь, у вас тоже. Да, ну а далее у нас блок новостей, и для этого мы передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. 23 человека, в том числе 4 детей, пострадали от укусов клещей в Якутии. Наибольшее количество присасываний клещей зафиксировано в Ленском районе 8 и Нерюнгринском 7. При этом в Нерюнгринском 5 случаев завозные из других регионов. 14 укушенным проведена серопрофилактика иммуноглобулином. 5 были ранее привиты против клещевого энцефалита. Как отметили в Роспотребнадзоре, в местах массового пребывания населения будут проводиться профилактические акарицидные обработки. В Якутске продолжают откачку талых и дождевых вод. Ежедневно выезжают 6 ассенизаторских машин. Каждая выполняет по 15 рейсов. Специализированная техника предприятия «Жилкомсервис» откачала более 36 тысяч кубометров воды. Параллельно проводятся работы по очистке и проверке работоспособности городской системы водоотводных лотков. Подрядные организации также ведут активную работу. Ими было откачано более 1400 кубов, а с начала сезона откачали более 120 тысяч кубометров талых и дождевых вод. Машина вмещает в себя 18 кубов. Ну, в основном проспект Ленина, Орджоникидзе, Ярославского, Дзержинского, Вашингтон-центр, пешеходные переходы, в том числе остановки. Вот. К сожалению, у нас в пешеходных переходах накапливается вода на остановках. Вот. Убираем, чтобы людям было удобнее. В Якутии реализуется более 20 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Для упрощения оформления многофункциональный центр «Мои документы» предоставляет возможность подачи одного заявления, где будут прописаны все положенные льготы. Отмечу, что написать заявление может как участник спецоперации, так и его супруга. Сделать это можно через портал «Е-Якутия» или обратиться в офис МФЦ.
Мы ведем работу по расширению комплекса мер, предоставляемых военнослужащим и членам их семей в рамках единого комплексного заявления в МФЦ. А эта работа, безусловно, проводится во взаимодействии с иными уполномоченными органами нашего региона, а также при координации и поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Минэкономразвития Российской Федерации, потому что для всей страны, как и для нашего региона, и для всех нас важно, чтобы каждая семья, чей близкий родственник выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, были окружены всесторонней заботой и поддержкой со стороны государства. В Якутии организована системная диспансеризация участников СВО. Каждый военнослужащий за один день может пройти все необходимые медицинские обследования и получить консультации профильных специалистов. Профилактические мероприятия проводятся по субботам во всех медицинских учреждениях первичного звена. Минздрав Якутии же продолжает активно участвовать в оказании медицинской помощи участникам спецвоенной операции как на территории республики, так и в зоне боевых действий. Единый учебник по истории для средней школы введут с сентября. В МГИМО рассказали, что в учебнике много материалов о роли личности в истории и важнейших исторических событиях. Он позволит ученикам с 5 по 9 классы лучше понимать исторические процессы. Какие именно личности и события вошли в учебник, не уточняется. Ранее власти переписали единые учебники по истории для 10 и 11 классов. Они поступили в школы 2 года назад. Президент тогда лично подчеркивал их важность. Мы продолжаем делиться новостями. В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию Байкало-Амурской магистрали ветераны студенческого строительного отряда «Гаудамус» 1980-х годов совершили памятный визит в братскую Беларусь. О ярких моментах этой поездки, исторической связи поколений и значении таких инициатив мы поговорим сегодня в нашей студии. Наши гости Анастасия Долбаева и Татьяна Николаева, ветераны студенческого стройотряда «Гаудамус» факультета иностранных языков бывшего Якутского государственного университета. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как возникла идея организовать такую поездку в Беларусь? А все началось с того, что наш посланец от ветеранов Людмила Попова съездила в Москву. Ей посчастливилось побывать на слете всероссийском РСО. Это российские студенческие отряды в Кремлевском дворце съездов в Москве. Там она случайно встретила бывшего руководителя штаба студенческих отрядов Южной Якутии Веру Прокашеву. Вера, конечно, ее сразу узнала, сразу вспомнила Гаудамус и пригласила в Республику Беларусь. В этот же вечер мы утвердили состав, приобрели билеты и настроились на поездку в Минск. Кроме того, по идее Владлена Кугунурова, директора ИСФИР, мы решили привлечь первокурсников в стройотряд, возродить Гаудамус, и на праздновании юбилея ИСФИР 55 лет мы организовали выступление со студентами-первокурсниками, где вместе спели песню «Гаудамус», гимн всех студентов, и песню «Якутия», которые, кстати, подарили нам студенты белорусского отряда имени Ленинского комсомола как раз в 70-е годы. И эта песня стала нашей традицией. Авторы этой песни Гашина Ольга, врач ССО строительного отряда Белорусского госуниверситета. Ну, это очень здорово, что вы такие легкие на подъем, то есть собраться через достаточно продолжительное время, поддерживаете связи. Сколько было вас в отряде и как удается передавать связь поколений? У нас в отряде очень много, потому что несколько поколений. Я лично была в отряде с 81 по 83 годы, 3 года работала. Но мы все поддерживаем сейчас очень тесные контакты. В основном мы живем все в городе Якутске. Ну и наши из деревень девушки тоже находимся в группе. А в этот раз мы поехали, нас было 8 человек, и
из Москвы к нам еще присоединился наш комиссар и командир Имец Владимир. Вот мы в 9 человек съездили. Но вот вы сейчас смотрите на нынешние студенческие отряды. Что изменилось и что сохраняется из поколения в поколение? Ну, так сказать, что мы очень знаем нынешние отряды, не знаем, да, так. Просто мы сейчас знаем, что в нашем бывшем факультете сейчас нету строительных отрядов. Раньше их было 4. Сейчас вот как раз мы ведем работу по возрождению именно нашего отряда Гаудамус. Мы встречались с нынешними студентами из ФИР, уже зимой провели встречу. И вот надеемся, что наша поездка как-то смотивирует, чтобы отряд все-таки возродился и ездил на трудовые объекты во благо развития республики. Ну, вы также посетили мемориалы Брестской крепости, Хатыни и Крынок. Вот какие впечатления оставили эти места? Ой, ну, конечно, мы дети советских времен. Мы слышали с детства про эти героические места. Знаем мужество и подвиг обороны Брестской крепости, трагедию Хатыни. Но когда вот ты сам чувствуешь, переезжаешь туда, погружаешься в эту атмосферу тех событий, уже совсем другое чувство испытываешь. И вообще мы, когда... Раньше же ведь нам говорили, что Хатынь сожгли, например, немецкие оккупанты, а это оказалось не так. Это был 118-й батальон, укронацистский батальон был. В Брестской крепости мы тоже узнали очень многое. Там есть хороший такой музей с богатыми экспонатами обороны Брестской крепости, музей обороны Брестской крепости. И вот туда принесены все вот эти кирпичики, которые, где написаны были «Умрем, но не сдадимся». И там даже есть документы, фотографии первого немца, который погиб. Как это им удалось сохранить? Я вообще, вот для меня это трудно понимать. Узнала о том, что последний защитник Брестской крепости, это майор Гаврилов, когда его нашли очень крайне истощенного, умирающего, его спасли немецкие врачи. Кто-то там, какой-то генерал сказал, что он должен выжить. И дальше его отправили в концлагерь. Там он тоже выжил. И звание Героя Советского Союза он получил в 1957 году. Дальше, что касается села Крынки, то с нами ездила тоже выпускник факультета иностранных языков Ирина Попова. Дело в том, что ее дед воевал и погиб в Белоруссии. И долгое время семья не знала, где он именно похоронен. И вот буквально Вера Акимовна, да, она провела очень много работу по поиску его могилы, и все-таки нашли в селе Крынки. Село Крынки, мы тоже посетили музей, многое тоже узнали, что там фронт стоял 9 месяцев, ну и так далее, что погибло очень много солдат. Ирина привезла с родного села землю, камень с молитвами, и все это мы передали, портрет деда, все это мы оставили в музее. Не, ну это очень интересно, такая насыщенная у вас программа. Но расскажите немножко очень в 2 словах, что принесли, потому что вы все очень инициативны. Вот нам подарили ЦК Союза молодежи Беларуси вот такой, пионерии. Да, пионерский галстук, очень красивый. Значит, книга «Пионерия», которая до сих пор организация в Белоруссии есть, существует и работает. Да, с развалом Союза вообще комсомол и пионерии Беларуси, они не прекратили свою деятельность. Сейчас Белорусский республиканский союз молодежи – это преемник Ленинского комсомола. Пионерские организации тоже активно все не работают. Что касается
стройотрядовское движение, то оно занимает одно из приоритетных направлений. Вот ЦК «Комсомол», они нам подарили вот такую карту Белоруссии. Здесь отмечены все города, где принимали участие строительные отряды Белоруссии. И Союз молодежи большое значение передает международному сотрудничеству также. Поэтому они свои отряды отправляют в другие регионы, например, в российские города, и приглашают российские отряды тоже к себе. Так, нынче летом приедут из Полоцка отряд «Ритм» и отряд «Титан» из Могилева. Всего это 35 ребят приедут работать в город Алдан. У них есть договоренность с железными дорогами Якутии. Ну, получается, итогом поездки было вот именно налаживание такого сотрудничества на вашего факультета. И вообще мы надеемся, что наша поездка смотивирует наших студентов принимать участие в студенческом движении строительных отрядов. Да, и хотелось бы, чтобы заинтересованные люди посетили Беларусь, посетили героические места и сами убедились и почувствовали атмосферу тех трагических событий. И вообще, что касается работы, надо отметить, что белорусы — это высокоорганизованные, дисциплинированные, сдержанные и гостеприимные люди. Спасибо большое, что рассказали. Я думаю, что мотивация появится теперь у многих, ну и, по крайней мере, у студентов точно заинтересованность. Спасибо, что пригласили. Ну, а думаю, ни одно поколение студентов, несмотря на веяние моды, в большинстве своем отдает предпочтение прочным и практичным джинсам. Да. Ведь это, во-первых, очень практичная одежда, а во-вторых, прочная и износостойкая. В этот день, 20 мая 1152 года назад, одна известная фирма получила лицензию на единоличное право на производство брюк за крепками на карманах. Эта дата считается официальным днем рождения джинсов. Ну, а какие еще знаменательные события произошли сегодня, нам расскажет наша рубрика «Даты и события». На календаре 20 мая. Сегодня Всемирный день метеорологии. День Волги. По народному календарю – купальница. На Руси день получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде. Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Считалось, что это придаст им сил, здоровья на целый год. Этот день в истории. В 1570 году в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас. В 1742 году в этот день русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Этот день также считается днем рождения джинсов. В 1942 году в этот день учрежден Орден Отечественной войны первой и второй степени. В 1942 году завершилась Керченская десантная операция советских войск. В этот день родились Федор I Иоаннович, русский царь, последний царь из династии Рюриковичей, Анаре де Бальзак, французский писатель, Эдуард Бухнер, немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат, Алексей Моресьев, советский летчик, Герой Советского Союза, Эдвард Льюис, американский генетик, Нобелевский лауреат. В этот день также родились Роман Карцев, советский российский артист эстрады, театра, кино, народный артист России, и Алексей Гуськов, советский российский актер театра и кино, продюсер, народный артист России. Имени на сегодня отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Фалдей. А далее мы поговорим о творчестве человека, чья жизнь действительно была насыщена событиями. Виталий Егоров прошел все ступени оперативной работы от простого инспектора до заместителя начальника криминальной милиции и управления собственной безопасности МВД по Республике Саха-Якутия. Но в 2017 году начал писать детективы, основанные на реальных событиях. Об одном из его произведений нам расскажет рубрика «Книжная полка». Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» в центре внимания творчество Виталия Егорова, одного из самых востребованных писателей. Сегодня мы обсудим его произведения, доступные в Национальной библиотеке, а также поговорим о его новинке «Месть Скорпиона».
Творческий путь Виталия Егорова начался в 2017 году с «Адычанской трагедии». И с тех пор он зарекомендовал себя как очень плодотворный автор. Удивительно, но его биография Виталия Егорова, филолога по образованию, будто специально вела его к детективному жанру. Закончив филологический факультет Государственного университета в 1982 году, он поступает на службу в уголовный розыск, где прошел все этапы оперативной службы и лично раскрыл свыше 300 преступлений, заслужив звание лучшего сыщика Советского Союза и множество других наград. Сегодня Виталий Егоров – признанный писатель, лауреат литературных премий. Его книги издаются в «Эксмо» с тиражом свыше 6000 экземпляров и пользуются большим спросом. Особенность творчества Егорова в том, что он пишет о реальных преступлениях, которые он сам раскрывал. Его герои, прототипы его героев – это реальные люди, с кем он работал, сотрудничал. Новая книга «Месть Скорпиона» держит читателя в напряжении с первой и до последней страницы. Действие разворачивается в Якутске в 90-х годах, когда только-только становилась коммерция и процветает бандитизм. Сюжет рассказывает об исчезновении предпринимательницы и раскрытии преступления оперативником и дочерью пропавшей. Все книги Виталия Егорова доступны в абонементе Национальной библиотеки Якутии. Приходите, мы будем рады. Знаешь, в последнее время, мне кажется, родители, вообще книги это прекрасно, но родители просто хвастаются, кто сколько прочел из их детей. Я понимаю, что дети стали меньше читать, и если ребенок там читает хотя бы 40 минут в день, это уже достижение, но возводить это в культ, это, конечно, очень интересно. Очень обидно, что дети стали настолько мало читать, что это повод для соревнований. Но порой из-за внимания к обучению незаметно теряются другие герои детства, например, настольные игры. Да? Вот мы привыкли считать, что именно страницы книг учат детей мыслить, сопереживать и мечтать. Но что, если волшебство кроется и в другом? Когда семья собирается, например, за столом, а не вокруг экрана, когда вместо тишины библиотеки звучит смех, а пальцы переставляют фишки, а не листают PDF-файлы. Ну, слушай, это прям философия. Согласна, тогда рождается иной формат развития. Настольные игры не просто развлекают, они тренируют логику, учат принимать решения, проигрывать с достоинством и договариваться. А еще превращают обычные вещи в ритуал, где родители и дети становятся одной командой. Прямо сейчас расскажем, чем так полезны для семьи настольные игры. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» хочу поговорить с вами о том, как настольные игры делают семью дружнее, крепче, веселее и находчивее. Думаю, что многие уже пробовали играть в популярную игру Imaginarium, которая содержит в себе игровое поле. Это поле становится для семьи единой территорией, в которой они объединяются и становятся равными друг перед другом, несмотря сколько им лет, 5 лет, или он подросток, или вы родитель вообще. В этом игровом поле это территория без гаджетов. Суть этой игры очень проста. Вам раздаются карточки, в которых вы выполняете задания и рассказываете про ассоциации, которые вызывают у вас картинки на этих карточках. Ну, например, вот эта карта. Я тут страшным голосом должна рассказать, что у этой женщины имя Сера. Ну, что-то в этом духе, да? Ну, здесь включается игра на воображение. Артистизм может включиться, все что угодно. И я кладу карточку рубашкой вверх, чтобы другие участники не видели мою карту. Они должны будут выбрать свою карту из своей колоды, и, например, там ее зовут Сера, да, и, допустим, выбрали они такую карту и положили тоже рубашкой вверх. Далее ведущий поднимает эти карты выброшенные и путает между собой, раскладывая их потом, переворачивая, и у них есть такие фишки, где они голосуют. Где же все-таки карточка ведущего? Для того, чтобы выиграть, нужно отгадать, где карта ведущего,
И это будет признаком того, что вы очень хорошо улавливаете ассоциации и можете своей картой запутать других участников, и это тоже добавит вам ходов по этому полю. Как только вы достигнете финальной клеточки, этот участник становится победителем. Следующая игра, которую хочу вам представить, Мачикоро. Тоже очень популярная игра. Она пользуется популярностью почти наравне с Монополией. Но это японский аналог, я бы так сказала. И играется он... Тут уже есть стратегии в игре. То есть для того, чтобы выиграть в эту игру, нужно не просто собрать определенные карточки, нужно создать свой город, потому что вы становитесь мэром каждого своего города. И у вас есть предприятия, которые начинают работать. Вам выдается определенное количество денег для того, чтобы начать эту игру. И у вас есть такие вот карточки с полями, которые, если вы выбрасываете кубик с единичкой, например, здесь вот пшеничка есть, вам приходит доход. То есть карточки здесь разного направления. Да? Самые главные карточки в этой игре — это вот эти карты, которые показывают нам свои предприятия, которые приносят нам доход или какие-нибудь фишки во время игры. Здесь можно придумывать не только свою стратегию, которая будет основываться на том, вы получаете доходы от бросков других игроков или все-таки от своих собственных. То есть и тот, и другой вариант может показаться очень интересным, сложным иногда, но показать, у кого какое все-таки мышление. Есть критическое мышление, которое просто хотят, как предприниматели, возможно, да, зарабатывать на других участников, и они там прям такую жестокую стратегию используют, покупают предприятия, которые приносят им большие доходы. Игры настольные учат нас не просто весело проводить время, но и принимать поражение с улыбкой. Поэтому желаю вам приятных игр и запоминающихся моментов в вашей семье благодаря настольным играм, которые вы подберете для себя. Но если говорить о хобби, то, например, я недавно вернулся с велопробега общесибирского по Алтаю, где мы проехали около 300 километров. И это было достаточно интересно. Все подробности в передаче «Испытан на себе», которая идет сейчас на этой неделе по вечерам на телеканале Якутия-24. Но сейчас мы предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов, как правильно надевать баф. Баф — это такой кусок ткани в виде трубы, который очень практичен на выездах на природу. Давайте послушаем Евгения Никифорова. Доброе утро! Мы собираемся к выезду после замечательной ночевки в лесу. Одеваем свои походные аксессуары, в том числе это такая незаменимая вещь, как баф. Баф может служить повязкой на шею, повязкой на голову, но есть несколько способов, благодаря которым баф можно надеть на голову быстро и ровно. Часто эта проблема возникает у начинающих туристов. Мы для этого его выворачиваем наизнанку и делаем вот так. Оп! Кладем, чтобы у нас вот была здесь граница бафа. Берем за наружный край. Хоба! И поправляем уголки. Все, баф бандана готов к использованию. Плотненько, ровненько, быстро. Пользуйтесь. Ну, замечательный совет. Но мы переходим к другим новостям. В районном детском центре города Алекминска готовят свою фишку к 380-летию юбилею города, который состоится в этом году. Работу юных художников, которая получила гран-при конкурса в центре города, заложат в юбилейные мероприятия в капсулу времени. Письмо будущим алькминчанам увидит свет через десятки лет. Интересную идею предлагает детский центр к юбилею города. Здесь прошел конкурс рисунков «Алекминск мой, в тебе душа моя». Компьютерная графика, например, как здесь у нас идет гелевой ручкой, живопись. По нашей задумке, работа, которая получила премию Гран-при, будет отправлена в капсулу времени. И мы очень надеемся, что наши потомки смогут найти ее и узнать, выполнилась ли задумка ребенка, которая изображена на этой картине. Гран-при присудили работы Абрамовой Каролины. Вот этот вид, да, я очень хорошо знаю, потому что я живу неподалеку и, в принципе, часто видела этот вид. Почему тебе пришло в голову изобразить? Потому что тут церковь.
Знакомая перспектива, которую многие видят изо дня в день. А юная художница увидела в нем зеленый-зеленый город. Мечта? Интересно, а можно ее воплотить? Помогала Каролине, как и всем своим подопечным, преподаватель центра. Вообще встречаются дарования? Конечно, встречаются. Вот Каролина, допустим, она очень хорошо рисует. Она мне ходит с 1 класса. Сейчас она, помню, 7-й, 6 класс, да. Кроме гран-при, в кабинете можно увидеть много замечательных работ, и каждая из них – особый мир, который видят девочки. Там моя картина есть. Это о чем? Там белая кошка, которая сидит на полумесяце, смотрит на звезды. Это твоя фантазия или? Моя фантазия. Почему именно? О чем ты думала, когда вот это рисовала? О космосе. Иногда работа занимает до нескольких часов, дней, а то и месяцев. Сколько времени работали над этой картиной? Ой, вот я не помню, где-то месяц, либо 1,5 месяца, где-то так. То есть это занимает достаточно? Достаточное время. Вот у нас, допустим, жар-птица, девочка уже год рисует ее. Да. Это долгий процесс. Вот именно масляными красками это долгий процесс. 2-3 месяца, год, видите, 1,5. Тем ценнее увидеть свой мир спустя годы глазами нового поколения. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Больница – это не просто место лечения, но и пространство, где пересекаются эмоции, надежды и человеческие судьбы. Этикет здесь становится не сводом формальных правил, а инструментом, который помогает сохранить достоинство, спокойствие и эффективность медицинской помощи. Как вести себя пациентам, посетителям, чтобы создать атмосферу взаимного уважения? Доброе утро! Мы продолжаем вам знакомить с правилами этикета. Ситуации бывают разные, но правила нужны везде, в том числе и в больнице. Сегодня мы поговорим именно об этом. Итак, входим в поликлинику в верхней одежде, вытираем ноги. Как и в любом режимном объекте, необходимо соблюдать свои правила. В данном случае это санитарные нормы, поэтому мы одеваем бахилы в обязательном порядке. Это не только правила культуры, да, но это правила банальной безопасности вашей жизни и здоровья, потому что от чистоты зависят, собственно, санитарные нормы учреждения и качество обслуживания. В любом случае нам нужно сдать верхнюю одежду, вне зависимости, речь идет о поликлинике или о посещении больных. При этом помним, что если мы ложимся как пациент, то сдается вся одежда, то есть упаковывается, отдается на хранение, вы с собой берете одежду, в которой будете находиться в лечебном учреждении. Если речь идет о посещении больных в каком-то стационаре, то необходимо с собой также взять маску и халат. Ну, мы сегодня просто в поликлинике, поэтому достаточно будет сдать верхнюю одежду. Здравствуйте. Большое спасибо. На самом деле правила в поликлинике, в больнице, в общем-то, одни и те же. Это культурное поведение с персоналом, то есть вежливо обращаемся на «вы», если что-то хотим уточнить. Ни в коем случае не опаздываем на прием, ну и также уточняем, куда мы идем. То есть если есть необходимость уточнить кабинет, можно это сделать сразу, чтобы потом не врываться кому-то на прием. Помним, что если это живая очередь, то необходимо корректно уточнить, за кем я могу занять очередь, то есть очень уважительно, на «вы», не спорим, не скандалим, потому что вы не знаете уровень стресса других. Также не принято в больницах, поликлиниках задавать личные вопросы. То есть если даже вы с кем-то разговорились, с пациентом ведете беседу, то не спрашиваем о диагнозе, причине нахождения, причине поступления в больницу, если это стационар. Это все моветон, потому что не все люди хотят распространяться о том, почему они болеют, почему они находятся на лечении. Что касается внешнего вида, правила простые. Одежда должна быть удобной, корректной для осмотра, ее должно быть удобно снимать, если подразумевается, что это будет необходимо для проведения медицинских манипуляций, и также удобно одевать. Не вызывающие, потому что вы будете находиться среди других людей, которые могут находиться в стрессовом состоянии, да, то есть что-то удобное, комфортное, чистое. Вот. Что касается парфюма, напоминаем, что так же, как и в других общественных местах, не все переносят резкие запахи, в больнице это особенно актуально. А у людей с разными диагнозами находятся, особенно если это поликлиника, также находятся маленькие дети, поэтому рекомендуется отказаться от парфюма полностью.
существуют отдельные правила для посещения. О том, что нужно брать с собой бахилы, маску и желательно халат, мы уже поговорили, но в том числе нужно уточнять, если речь не идет о близких и родных людях, которые вы знаете, что точно рады вас видеть, нужно обязательно коллегам, друзьям позвонить, уточнить, хотят ли они, чтобы вы к ним приехали. И что касаемо передатчик, если вы передаете продукты питания, то их содержание, то есть какие можно, какие нельзя, какие противопоказания необходимо уточнить у лечащего врача, ну или у близких родственников. Дорогие друзья, это были основные правила поведения в больницах, поликлиниках, в стационаре. Помните, что от вашего корректного поведения зависит не только ваш комфорт, но и комфорт окружающих. Но в больнице это особенно актуально. Всем хорошего дня и, конечно, не болейте. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Здравствуйте. Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщили в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Так, с 1 августа пенсия будет повышена в очередной раз работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК. Также с октября этого года пенсии для военных повысят на 4,5%. Магаданским рыбакам разрешили выловить 10 тысяч тонн лосося в этом году. Это на 6 тысяч меньше, чем за нечетный урожайный 23 год. 2024 считается неурожайной по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых. Тогда рыбаки освоили лимит на вылов 9 тонн лосося. Прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на этот год составляет лишь 312 тысяч тонн. Это количество значительно ниже добычи за последние 3 года и сравнимо с уловом 22 и 24. Снижение показателей связывают с ухудшением выживаемости рыбы, вызванным продолжающимся глобальным потеплением. Ну а транспортировку красной икры в личных целях следовало бы полностью запретить, так считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, если человек хочет поесть икры, он может купить ее в магазине или поесть в регионах, где она добывается. Напомню, президент Владимир Путин в апреле этого года подписал закон, который запрещает физлицам перевозить в багаже и ручной клади более 10 килограммов икры за один рейс с территории Камчатки, Чукотки и Хабаровского края. Закон расширяет и продлевает эксперимент, который с 1 ноября 2022 года проводится на территории Камчатки. Обновленные нормы будут действовать до 1 августа 2027 года. Цель инициативы – помешать браконьерам. Стоимость проезда по реке Лени снижена. Речь идет о перевозках на судах на воздушных подушках, которые были ограничены на время прохождения ледохода. Тогда в течение 3 дней стоимость проезда на хивусах по маршруту Якутск-Нижний Бестяг составляла 5000 рублей, а количество рейсов и техники было сокращено. Уже 19 мая капитаны вернулись к прежнему режиму работы. Отмечу, что по данным регионального министерства транспорта, приблизительно с 23 по 25 мая на Лени стартует навигация. Вместе с этим по реке начнут курсировать и катера. Их стоимость проезда на первое время будет составлять 1500 рублей. Сразу эти же капитаны наши уже готовы, тоже на летние катера готовы, система наша. И сразу начинаем работать с речного порта. Ну, первая цена, я думаю, где-то 1500, потом по 1000 начнем. Так и будем возить. Ну, ценник там установим, как еще по месту установим. Ну, цена будет нормальная. В помощь больным детям в Якутске прошел концерт «Коробка храбрости». По традиции для детей будут собраны подарки, игрушки, книжки и многое другое. В концерте приняли учащиеся столичных школ. Ученики сами готовили номера и организовывали проекты в поддержку детям. Напомню, что всероссийская акция «Коробка храбрости» проводится на постоянной основе. И принять участие в ней могут все желающие. Достаточно приобрести игрушки, они будут переданы в медучреждения нашего региона детям, проходящим длительное лечение. Как говорят, вот лечат не только лекарства, дети получают, ну, это эффект счастья и оздоровления, ну, тоже приходит больным детям. Ну и также попутно у нас дети, школьники вот, воспитываются, учатся доброте. Это все происходит, ну, единовременно. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Конец мая – это время, когда выпускники и абитуриенты делают важный шаг к своей мечте. Пора определиться с профессией и собрать документы для поступления. Чтобы помочь вам не упустить ключевые моменты, сегодня мы будем разбираться в этом вопросе с Петром Кычкиным, заместителем начальника Центральной приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, самый главный вопрос – какие документы необходимы для поступления? Ага, вот практически до начала приемной кампании по всей России остался ровно 1 месяц. Я бы хотел сказать, это основной пакет, минимальный пакет документов. Это всего лишь личные документы самого абитуриента, гражданина Российской Федерации. Это паспорт, аттестат или диплом и СНИЛС. Ну а также дополнительные документы, это медсправку, фотографии 3×4 и остальные документы при необходимости. Можно донести в приемную комиссию спокойно, по мере зачисления. А также хотел бы еще сказать, что аттестат или диплом при начальном подаче документов не обязателен, но его нужно предоставить до окончания приема документов. А есть ли особенности для иностранных абитуриентов? Да, это мы в основном делим иностранных абитуриентов на 4 категории. Первая категория – это граждане ближнего зарубежья, то есть это страны Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссия и Казахстан. Они могут наравне с гражданами Российской Федерации поступать на бюджетные места. Далее это у нас граждане соотечественники, это то есть если близкие родственники, например, родители, бабушки, дедушки, были выходцами из СССР, они также могут претендовать на бюджетные места, надо будет это доказать путем документации. Далее это третья категория, иностранные граждане из дальнего зарубежья, они могут поступать к нам только на платное обучение, например, в нашем университете традиционно большинство это граждане из Китая, Нигерии и Египта. Далее и четвертая категория – это иностранные граждане, которые поступают по квоте правительства Российской Федерации, то есть у них отдельная конкурсная комиссия. А какие сроки в этом году для приема документов? Вот с 20 июня по всей России стартует приемная кампания. Далее в нашем университете до 18 июля производится прием документов от лиц, поступающих по результатам наших университетских экзаменов. Например, это поступающие после колледжей и поступающие, которые будут сдавать творческие и профессиональные испытания в университете. И до 25 июля мы будем принимать документы от лиц, поступающих по результатам единого государственного экзамена. Есть ли какие-то этапности, то есть раннее поступление, основное зачисление, то есть как-то это все делится? Да, у нас при приеме на бюджетные места делится на 3 этапа. Это приоритетный, основной и дополнительный. То есть на приоритетном этапе зачисления мы зачисляем поступающих в рамках целевой квоты, особой квоты и отдельной квоты, а также поступающих по результатам Олимпиад. Далее это основной этап, то есть основное зачисление наше по общему конкурсу и дополнительный этап зачисления, это если остаются вакантные бюджетные места. А скажите, вот какой проходной балл был в прошлом году на популярные направления? Проходной балл – это понятие растяжимое. Конечно, с каждым годом все по-разному. Подходят разные абитуриенты с разными баллами. Так, например, в прошлом году у нас высокий проходной балл был по языковым и общественным направлениям. Например, это филология, лингвистика, юриспруденция, экономика. По данным направлениям у нас где-то в среднем 230-250 баллов. А есть ли какие-то квоты и льготы для определенных категорий абитуриентов? То есть это дети-сироты, победители олимпиад, победители, может быть, каких-то грантов? Как я уже раньше сказал, это получается квота, то есть это специально выделены бюджетные места для определенной категории лиц. А отдельная квота, она появилась относительно недавно в связи с проведением специальной военной операции. То есть это места для героев Российской Федерации, для лиц, награжденных 3 орденами мужества, для участников СВО и для их детей. Они могут поступить без экзаменов или по результатам внутренних экзаменов университета. Далее это особая
особая квота, то есть на эту квоту претендует льготная категория населения, как вы уже сказали, это дети-инвалиды, сироты и ветераны боевых действий. Далее это целевая квота, то есть уже по названию понятно, это прием на целевое обучение с последующим трудоустройством у заказчика целевого обучения. Удобно. Ну вот если, например, абитуриент в сомнениях, да, он путается, вот не знает, куда поступить именно, может ли он как-то получить какую-либо консультацию? Да, в нашем университете функционирует Центр психологической помощи и Институт психологии. Они специально проводят вот такие профдиагностические экспресс-курсы и вплоть до углубленных консультаций для определения своей будущей профессии. Так, до начала приема документов мы практически с осени реализуем вот такие курсы, вот наши подразделения. И во время приемной кампании, также на базе университета, где проходит приемная комиссия, также будет функционировать кабинет психологической помощи. Изменились ли современные абитуриенты? Вот, может, они стали более современные, более продуманные? Да, но менталитет, конечно, не поменялся, но вот в связи с развитием IT-технологий, как говорится, много со временем, у нас уже который год, 5-й год функционирует федеральный проект, называется «Суперсервис поступления в ВУЗ онлайн». То есть абитуриенты, даже не выходя из дома, вот, сидя на диване, через телефон или через компьютер, могут подать документы онлайн и зачислиться в желаемый ВУЗ. Это очень удобно, очень современно. Я думаю, что мы желаем вам успехов в приемной кампании. И замечательных абитуриентов. Спасибо большое. Спасибо большое. Нам всем доброго и утра, хорошего настроения. Пусть день будет успешным, и встретимся завтра. Да, в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха».